Футбол – это игра номер один в мире. Самые грандиозные стадионы, многомиллионные контракты, сумасшедшие болельщики, имена спортсменов, которые знает весь мир. Роналдо, Месси, Салах. Кто не хочет очутиться в этой компании? Миллионы мальчишек грезят этой мечтой – оказаться на футбольном Олимпе. И кажется, теперь и якутские ребята стали чуть ближе к осуществлению этой цели. С прошлого года в Якутске работает футбольная школа «Спартак Юниор», ученики которой могут стажироваться в Московской академии, самого знаменитого российского клуба. Как стать звездой и какие проблемы есть у якутского футбола? Об этом мы спросили у руководителя школы «Спартак Юниор» Владислава Иванова. Владислав, мы сейчас находимся в тренировочной базе знаменитого легендарного спортивного футбольного клуба «Спартак». И я знаю то, что в течение полугода уже в Якутске работает филиал этого легендарного клуба. Расскажи про ваше взаимодействие, пожалуйста. Так, в Якутске мы открылись в июне 2019 года, и на сегодняшний день у нас в школе занимается более 120 детей в возрасте от 6 до 14 лет разного уровня подготовки. И вот, так сказать, особенностью, да, вот нашей школы, это, благодаря взаимодействию вот с Академией Спартака мы имеем возможность возить своих учеников из такого далекого региона, как Якутия, сюда на стажировку, на тренировочные сборы, чтобы ребята, как сказать, не только там у себя, да, в регионе там варились в одной каше, да, но и тут одновременно как бы с отобранными ребятами со всей России провели тренировочные сборы, показали свои навыки, себя, так сказать, проект масштабный, федеральный по подготовке юных футболистов и поиску талантов по всем регионам нашей России, да. Это, получается, франшиза такая, то есть инициатива, она шла из Москвы, да, а ты просто, получается, в регионе подхватил эту идею и решил ее воплотить в жизнь. Да, как бы я сам давно с детства увлекаюсь футболом, да, тоже как бы болею футболом и сам как играл на местном уровне, не в «Спартаке», конечно, но играть, конечно, довелось только на таком любительском уровне, да, и потом представилась такая возможность, я как услышал про то, что вот «Спартак» запустил такой проект, я тут же сразу связался, мы договорились о встрече, и приехал, договорились, и у нас вот на сегодняшний день школа «Спартак Юниор» работает в Якутске. Что дает вот это сотрудничество? Какие главные плюсы ты получаешь, вот твоя вот школа, вот эта вот, которая в Якутске находится, от этого взаимодействия, от этой франшизы со «Спартаком»? Благодаря взаимодействию с Академией Спартака у каждого ребенка появляется возможность показать себя в Академии и в конечном итоге быть отобранным в число учеников Академии. Руководители, футбольные функционеры Якутии говорили в одном из интервью, что наши ребята из Якутии должны заниматься там у себя в регионе, да, там, развиваться там. Но я совершенно с этим не согласен, потому что, как говорится, в Якутии перспектива-то какая там? Ребенок там позанимается там в структуре спортивной школы до 17 лет, а дальше-то куда? Он дальше пойдет, грубо говоря, по стопам Гены Букина, да, вот так скажем, там забьет там в местном турнире там 3 гола и дальше пойдет продавцом в магазин, да, вот. И надо ехать там, где есть футбол, то есть именно в этом плане вот именно на запад, Москву, где есть футбол, где конкурентная среда, где есть вообще все условия для совершенствования этих юных футболистов и, соответственно, как бы где открыты все дороги в большой спорт. То есть теоретически сюда ребенок приезжает в Москву, в академию, он здесь проводит неделю, тренер на него смотрит, и теоретически, если этот ребенок имеет большой высокий потенциал, то его могут взять в основную сборную юниорскую какую-то, да? К этому ты говоришь? Да, то есть ребенок в конечном итоге он должен, может быть зачислен в число учеников академии. А что это дает? Вот зачисление в Академию Спартака. Академия считается одной из лучших академий по всей Европе. Тут все условия для занятия
спортом, футболом. Академия «Спартака» является рекордсменом по числу выпускников, которые играют на профессиональном уровне по всей России. То есть, А есть какая-то конкретная цифра это вроде? да, вот есть статистика, что 75% выпускников Московской академии «Спартака» в последующем становятся профессиональными футболистами. Ну скажи, какие есть проблемы у футбольных школ в Якутии? Все-таки, наверное, развивать этот вид спорта в нашем регионе сложнее, чем в Ростове или в Краснодаре, например. Ну, так, в целом, вот последние годы уровень развития детского спорта в Якутии, очень сильно вырос, хочу сказать, да. Есть много спортивных школ, и очень радует то, что дети как бы занимаются своим любимым делом, вместо того, чтобы где-то там дурака валять, да, там на улице. Дети очень охотно идут в спортивные залы, занимаются. У каждого ребенка есть своя мечта стать профессиональным футболистом. И вот наша задача взрослых, да, вот, тренеров, руководителей футбольной школы, именно не лишать детей мечту, а делать работу по воплощению их мечты в реальность. Опять же, вот в Якутии очень мало специалистов, которые действительно, да, вот, могут дать именно те знания, которыми должен обладать вот будущий профессиональный футболист. Видите, футбол — это в понимании простого человека, это как бы ворота, мяч, пинай и забивай, да, а на самом-то деле это объем, это это целая наука, да, просто как бы, чтобы воспитать именно с малого возраста как бы профессионального спортсмена и образцовую личность, это, как бы работа кропотливая и трудная. И тут должны как бы именно заниматься те люди, которые, специально обучены, да, вот таким этим моментом, да. Давай смотри, кадры первое, да? А площадки, например? Но по площадке это уже как бы такой тоже вопрос глобальный, да, потому что у нас вот в зимнее время один-единственный футбольный манеж, который отвечает тем стандартам мировым, скажем. И то на этом можно сказать спасибо, да, то, что у нас в таком далеком регионе, как Якутия, есть как бы вот такая аналогичная площадка, где ребята вот занимаются спортом. И, кстати, вот многие регионы не могут этим похвастаться, потому что как бы в многих регионах нет таких площадок. Вот. А так в целом, конечно, хотелось бы пожелать, чтобы побольше площадок было, побольше условий, да, вот как бы для занятости ребенка. Ну смотри, футбол, наверное, не самый популярный вид спорта, по крайней мере, в нашей республике. В России, конечно, это топчик, это номер один, но в Якутии все-таки родители ведут детей на секции по боксу или вольной борьбе. Вот насколько вот действительно футбол популярен среди подростков у нас в регионе? Я так думаю, да, то, что не дети совсем как бы охотно идут сами на бокс и на вольной борьбе. Это, скорее всего, наверное, желание родителей, потому что как бы борьба и бокс — это, конечно, вне вопросов, они являются как бы нашими передовыми видами спорта, да, где мы достигаем таких больших высот. Но при всем при этом тот же боксер, тот же борец, он играет в футбол. Футбол, он есть и в образовательных школах, в программах образовательных школ. Поэтому футбол играют все. И самое главное, вот ребята, вот, которые к нам приходят в школу, они как бы прям целенаправленно. И самое главное, у них есть, как сказать, такие, огонь в глазах, которым они хотят заниматься. И очень приятно видеть, когда ребята стараются и действительно как бы занимаются своим любимым делом и хотят достичь каких-либо высоких результатов. То есть сейчас осознанно идут ребята. Получается, что все больше тех подростков, которые приходят и говорят: я хочу играть вот в «Спартаке», в Большом, там на открытии арена. Да? Кто не хотел бы, да, вот, как бы, чтобы его показывали по телевизору, чтобы его имя скандировал весь стадион, да, это как бы мечта вообще, как бы это вот у нас вот в наше время, да, вот как бы такой возможности не было, потому что для нас как бы вот этот «Спартак», это для нас какой-то
он существует, там, типа такого, потому что как бы туда вообще практически невозможно было попасть, а сейчас вот, видите, как бы вот десятки лет прошли, и теперь такая возможность, теперь у наш якутянин занимается вот здесь, в Академии Спартака. Я скажу, это очень большой шаг как бы в развитии такого регионального спорта. Ты привозишь сюда уже не в первый раз ребят из Якутии. Расскажи, как они себя чувствуют, когда вот попадают в эту школу? Все равно как бы есть своя психологическая составляющая, да, потому что как бы ну, ребенок как бы в таком раннем возрасте он как бы ну, привыкает, да, к той или иной среде. Например, ребятишки, которые вот у нас вот в Якутске занимаются, да, и они ну, в какой-то мере, наверное, немножко привыкают к уровню футбола там в Якутии, да, и им там комфортно заниматься. И потом вот сюда приезжают, а тут ребята отобраны со всей России. То есть самые сильнейшие футболисты со всей нашей страны, да, вот. И бывает, конечно, вот как бы смотришь первые тренировки, там ребята там, ну, теряются, там, вроде бы смотришь со стороны, так ты же это умел, а тут он получается, там, мяч даже набить не может, там, ну, такие моменты тоже бывали, там, но это никак не оправдание, потому что ребенок как бы должен справляться, да, вот с такими моментами сам. При этом, да. А задача взрослых – это главная поддержка, ну и еще раз поддержка. Владислав, ну скажи, ты веришь, что когда-нибудь футболист из Якутии действительно попадет в сборную страны? Ну, наверное, многие знают, да, то, что у нас уже есть ребята из якутского футбола, которые уже заявлены в юношескую сборную России. И скажу, что совсем скоро воспитанники якутской школы футбола будут играть на высоком уровне, скажем, на уровне Месси и Роналдо. Но я верю, и как бы к этому и работа ведется, и надеемся, мы очень скоро достигнем тех результатов, которые на нас надеются родители, дети. Ну, Владислав, я тоже надеюсь и буду верить в то, что когда-нибудь якутский футболист действительно войдет в сборную страны. Спасибо тебе за разговор. Пожалуйста.